призывники заключить контракт на военную службу? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Александрович, в самом разгаре призывная кампания, и могут ли ее участники подписать контракт на военную службу? Да, конечно же, граждане, подлежащие призыву на военную службу, на действительную военную службу, имеют право подписать контракт. Тут я бы хотел остановиться на ряде особенностей. Первая особенность, это законодателям такое право предоставлено уже достаточно давно, то есть призывник, гражданин, который подлежит призыву, может выбрать военную службу по контракту вместо прохождения службы по призыву. То есть также заключается контракт сроком на 1 год, и гражданин направляется в войска уже не военнослужащим срочной службы, а именно военнослужащим по контракту. Особенность этого года по работе с призывниками с целью заключения контракта заключается в том, что сейчас представителями воинских частей организована работа по агитации призывников с целью заключения контракта. Но контракт они заключают по прибытии к месту прохождения службы. То есть представители воинской части, уже конкретных воинских частей, работают с призывниками, рассказывают им об особенностях прохождения военной службы в их воинских частях. И при принятии положительного решения призывником он, соответственно, направляется для прохождения службы именно в этой воинской части для заключения контракта. Сергей Александрович, какие требования именно к человеку, который решил заключить контракт на военную службу? Я сейчас имею в виду и призывников, и других мужчин. Может быть, возрастные какие-то есть ограничения? Требования, в принципе, одинаковые для всех категорий. Это возраст от 18 до 65 лет. Мы рассматриваем граждан такого возраста. По состоянию здоровья гражданин должен быть годен или годен с незначительными ограничениями. Также на сегодняшний день допускается ограниченно годные для поступления на военную службу по контракту. Естественно, у него должно быть желание заключить контракт. Как проходит медкомиссию? Призывники, понятно, они уже прошли медкомиссию, и уже когда прибыли в воинскую часть, они уже полностью готовы, остается только принять решение, готовы или не готовы подписать контракт. Вот как быть другим желающим? Медицинская комиссия или медицинское свидетельствование сводится в настоящее время к прохождению диагностических исследований. Это анализы на социально значимые заболевания, ВИЧ, гепатит, сифилис, прохождение флюорографического обследования, а также наличие информации о диспансерном учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере. Вот на основании этих диагностических исследований врачи, специалисты военно-врачебной комиссии принимают решение о категории годности гражданина к военной службе. А насколько долго проходит комиссия? Можно ли ее пройти в своем родном муниципалитете или обязательно приезжать на центральный пункт отбора? Комиссию можно пройти как по месту жительства, так и в городе Уфа. Здесь сейчас для этого все организовано. По продолжительности, конкретно город Уфа, это в течение 1 дня проводится. В муниципалитетах, конечно же, в связи с исполнением анализов, этот срок может быть увеличен до 2 суток, не более. Расскажите, какие, может быть, преференции есть для участников спецоперации и их семей? Прежде всего, это, конечно же, денежные выплаты участникам специальной военной операции, как показывает тестирование наших кандидатов, которое мы проводим совместно с Центром управления республики еженедельно. Все-таки людей очень интересует финансовая составляющая данного вопроса, и это немаловажный фактор для принятия решения о заключении контракта. Так вот, установлены выплаты федеральные в соответствии с указом президента, который составляет 195 тысяч рублей. Установлены выплаты региональные главой республики, а также главами муниципальных районов и городских округов. Главой республики установлена выплата в размере 205 тысяч рублей для всех категорий граждан. Это и граждане, пребывающие в запасе, и призывники, и военнослужащие срочной службы, и мобилизованные военнослужащие, и иностранные граждане. Вот все эти категории, которые заключают контракт.
Кроме этого, главами муниципальных образований также установлены выплаты, которые составляют от 50 до 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей, это, понятное дело, городской округ, город Уфа. Это дополнительная еще производится оплата. То есть итого гражданин при заключении контракта может получить единовременных выплат на сумму до 600 тысяч рублей. Что касаемо денежного довольствия, то минимальный уровень денежного довольствия участника специальной военной операции составляет от 210 тысяч рублей. Почему я говорю от и сумма не фиксирована? Потому что размер денежного довольствия, он, конечно же, зависит от нескольких факторов. В первую очередь это воинское звание, выслуга лет, тарифный разряд по воинской должности. Кроме этого, есть дополнительные выплаты за эффективность выполнения функциональных обязанностей, за уничтожение, захват вооружения и военной техники противника, за продвижение в составе штурмовых отрядов. То есть дополнительно там выплачивается также к денежному довольствию выплата 7 тысяч рублей за каждый день активного участия в наступательных действиях. Ну и, соответственно, поощряется эти дополнительные факторы, такие как уничтожение и захват техники противника. А вот семьи, родные, близкие участников спецоперации, им же тоже полагаются какие-то льготы. По-моему, их предусмотрено порядка 40 у нас в Республике Башкортостан мер поддержки. Конечно, и причем постоянно принимаются какие-то дополнительные меры социальной поддержки, и новые, и в том числе и принимаются решения по уже действующим мерам для того, чтобы расширить область их применения. Ну вот, допустим, что касаемо предоставления земельного участка в собственность для участников специальной военной операции, то есть изначально это касалось только граждан, которые награждены государственными наградами, причем от ордена и выше. На сегодняшний день рассматривается вопрос о расширении действия и на других участников специальной военной операции. Что касаемо членов семьи участников специальной военной операции, то льготы, начиная от предоставления сертификата на газификацию, обеспечения дровами, обеспечение горячим питанием детей, предоставление санаторно-курортного лечения, первоочередное предоставление путевок, перевод детей в желаемые школы по месту жительства, также льготы при поступлении. То есть мер социальной поддержки достаточно много. Кроме того, есть федеральные меры социальной поддержки, касающиеся участников специальной военной операции, которым присваивается статус участника, ветерана боевых действий. Это прежде всего социальная пенсия, либо соцпакет, который включает в себя обеспечение лекарствами, бесплатный проезд на общественном транспорте, и что самое важное, это санаторно-курортное обеспечение, то есть предоставление возможности раз в год отдыхать, лечиться в оздоравливающих учреждениях Министерства обороны с бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Налоговые льготы, то есть это освобождение от транспортного налога, освобождение от налога на имущество, преимущественное право предоставления различных льгот и благ данному гражданину. Причем статус присваивается бессрочно, и все эти льготы, они действуют для участника специальной военной операции на протяжении всей его жизни. Сергей Александрович, а если говорить о том, что вот если мужчина принял решение подписать контракт на военную службу, пришел, провел все медицинские комиссии, но у него не было опыта никогда, может быть, он и в армии не служил, будет ли какая-то подготовка, подразумевается ли она? Подготовка, конечно же, подразумевается, причем здесь есть особенности самих воинских частей, куда гражданин поступает на военную службу по контракту. Если это воинские части, которые формируются, вот у нас опыт у республики есть, и в принципе у всех перед глазами подобные примеры есть, это создание наших именных подразделений.
где в определенное время поставлялся личный состав, потом эти подразделения обеспечивались имуществом, вооружением и военной техникой, и, соответственно, потом проводилось обучение, начиная от индивидуального обучения, потом в составе взвода, рота, батальона, боевое слаживание. То есть была осуществлена подготовка. Граждане, которые убывают в уже действующие воинские части, они убывают через резервные формирования, и при поступлении в эти резервные формирования с ними проводится подготовка. Сергей Александрович, а если вот есть такое же пожелание именно поступить на службу именно в свой полк Башкортостана или еще именно подразделение из Башкортостана, возможно ли это? Учитывается пожелание? Конечно же, возможно. Военная служба по контракту – это добровольный выбор гражданина, не надо об этом забывать. И мы продолжаем комплектовать наш мотострелковый полк Башкортостан. Поэтому, если находятся желающие для поступления в военную службу по контракту именно в это подразделение, мы идем им навстречу, оформляем им документы, и, соответственно, они направляются для прохождения службы именно в это подразделение. А если есть желание освоить профессию, допустим, по специалисту, который работает с беспилотными летательными аппаратами? Здесь, конечно же, на первый план выходят такие специалисты в настоящее время, потому что опыт проведения специальной военной операции показал, что подобные подразделения, они существенно влияют на ход проведения операции. И мы формируем сейчас уже созданные именно подразделения беспилотной летательной операции, не так, как раньше было, там кто-то что-то умеет, да, и он внештатный оператор БПЛА, а именно подразделения. И мы туда в первую очередь рассматриваем, конечно же, молодежь. Во-первых, это подготовка, которую они проходят в обязательном порядке в учебных центрах Министерства обороны. Во-вторых, это есть определенные требования для данной военно-учетной специальности. И как раз вот у нашей молодежи эти требования есть. То есть какого-то редкого образования технического данная должность не подразумевает, хотя образование и получение какой-то специальности – дополнительный плюс. Но там определенные навыки должны присутствовать, и вот именно наше молодое поколение, оно этими навыками обладает. Ну, кто раньше думал, что игра в видеоигры, да, на компьютере, это оказывается не праздное проведение времени, а оно дает, вырабатывает у человека какие-то навыки, умения обращаться, например, с теми же самыми беспилотными летательными аппаратами. Да, сейчас же ведь интерактивные очки, джойстик, и вот именно опыт этих видеоигр, он играет положительную роль для постижения этой профессии оператора беспилотного летательного аппарата. Сергей Александрович, спасибо большое, что пришли в студию. Сегодня к нам рассказали об особенностях подписания военной службы, об особенностях подписания контракта на военную службу. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.